Что такое, Андрей? Прозрение? Может быть, божественное вмешательство? Вова, вы у власти в стране, вперед! Поэтому до тех пор, пока Михаил не докажет обратного, его можно считать обычным лжецом, который подменяет факты в удобном ему ключе. О, да. Снимай. То, о чем говорит Владимир, в русском языке называется демагогия. Говорит компания Elron, государственная компания, что наша цель уменьшать количество велосипедистов на наших дорогах, потому что они всем мешают жить. Индекс копенгагенизации – это индекс городов, наиболее дружелюбных к велосипедистам. И принято считать, что самым главным велосипедным городом является Амстердам. Но на самом деле в этом рейтинге Амстердам лишь второй. А знаете, на каком месте из 20 находится Таллин? Правильно, ни на каком, его в принципе нет в этом рейтинге. Но почему? А перед тем, как мы ответим на этот вопрос, давайте еще раз разберем, почему это важно и почему идея о том, чтобы делать велосипедные города в 21 веке больше не маргинальна и волнует отнюдь не только хипстеров с Коломая. Если вы до сих пор не смотрели, то я настоятельно рекомендую вам изначально знакомиться с моими двумя предыдущими видео про опасные переходы и про парковки. Оно поможет вам познакомиться лучше с темой автомобилизации. Дело в том, что изначально города всегда принадлежали людям и в особенности пешеходам. Но в 20 веке с развитием автомобильного движения все больше места отдавалось автомобилю, и пешеходу был оставлен лишь какой-то небольшой кусок дороги сбоку. Долгое время всех все устраивало, но плотность населения росла, ровно как и эффективность производства, и стоимость автомобиля весь 20 век, ровно как сейчас, только падала. И мы оказались с вами в моменте, когда предложение больше не может покрыть спрос, и, переводя на другой язык, нам просто не хватает места. Эта ситуация вынуждает нас заново изобретать велосипед. И урбанистика появилась не из вакуума. Урбанистика стала ответом на запрос общества на новые, более комфортные и безопасные города. И в отличие от большинства других утопических идей, урбанистика доказала себя на практике. Мы уже сегодня можем видеть примеры городов, которые в кратчайшие сроки в лучшую сторону преобразились. И очень важно понимать, что урбанистически развитый город — это не город для машины, трамвая, автомобиля и даже не для пешехода. Урбанистически развитый город — это город, который удобен для всех. И еще раз хочется уточнить, что велосипед, равно как любой другой вид транспорта, не является панацеей. И то, что для каждого случая и для каждых условий есть наиболее оптимальный вид транспорта. И наша задача лишь создать такие условия, чтобы у каждого был выбор, и каждый мог выбрать что-то, что ему наиболее подходит. Существует так называемая The Reverse Traffic Pyramid, которая на русском переводится как пирамида городской мобильности. И, к сожалению, сегодня в Таллине эта пирамида перевернута полностью с ног на голову. И две самые главные группы являются наиболее ущемленными, что ведет к деградации города, городской среды и к неминуемой автомобилизации. Эта пирамида является некой догмой в мире урбанистики, ровно как, например, теория Дарвина в биологии или законы физики. И любой человек, который не знаком с настолько базовыми понятиями, может быть запросто отстранен от своей должности в пользу обычной профнепригодности. Прямым кандидатом на отставку является наш дорогой вице-мэр Андрей Новиков, который неоднократно на вопросы журналистов отвечал, что у него в первую очередь главный по приоритету идет общественный транспорт, и потом все остальные виды транспорта в каше. Что в приоритете у города от первого до последнего? Общественный транспорт, автомобиль, велосипед. На первом месте общественный транспорт, потом идут велосипеды, автомобили и все виды другого транспорта. Если бы находились в том же радужном Амстердаме, то подобный вице-мэр после такого интервью лишился бы своего кресла. Но у нас такой вице-мэр никогда не лишится своего места, потому что Андрей Новиков — это не какое-то исключение из правила, а это обычный представитель таллинской мэрии, который проповедует ее парадигму. И в случае, если бы приходилось что-то доказывать, то это было бы сделать достаточно легко. Можно было, опять же, просто посмотреть на их интервью или сказать о том, что у нашей партии любимой есть большинство в городском совете. Но мне даже ничего не приходится доказывать, они все делают за меня. Велосипед для меня не средство передвижения, это скорее прогулочный транспорт. Наверное, езда на работу до Гору-Права на велосипеде была бы неплохим политическим пиаром. Да, но только пиаром. Если посмотреть на ежедневную необходимость передвижения по работе, велосипед – это не опция. Давайте посмотрим на оптимальные расстояния, которые может преодолеть человек. Считается, что человек пешком спокойно может пройти около 2 километров. Я не представлял, когда он взял эту цифру, потому что в соответствующей литературе обычно указывается 15 минут, либо 1 километр. Но давайте так и быть, пойдем дальше и представим, что Андрей имел в виду расстояние, умноженное на 2, то есть не в одну сторону, а за день. Итак, по мнению Андрея, выходит, что человек на общественном транспорте может преодолеть в одну сторону расстояние примерно в 5-10 километров, что звучит вполне себе резонно. А вот на велосипеде всего лишь 2-2,5. Пахнет подтасовкой данных.
Господин Новиков, вы на полном серьезе пытаетесь нам продать идею о том, что велосипедист может преодолеть расстояние лишь в 2 раза больше, чем пешеход? И нет, я не подменял никакие данные. Вот он изначально говорит, что пешеход может преодолеть 2 километра, а велосипедист 4. И я думаю, для того, чтобы понять, насколько это бред, не нужно быть урбанистом. И не нужно даже разбираться нисколько в вопросе. Достаточно просто хотя бы один раз проехаться на велосипеде, потому что любой человек, который хоть раз путешествовал на велосипеде, знает, насколько проще на нем преодолевать большие расстояния. В первом видео, как мне сейчас кажется, я задавался достаточно наивным вопросом. Это не случайность, не совпадение, это даже не отсутствие бюджета. Это либо незнание, глупость и некомпетентность, либо же, к чему я больше склоняюсь, банальный популизм. Но чем больше я узнаю, чем больше я понимаю, тем больше я уверен в том, что это не популизм, это именно что некомпетентность и неграмотность. И ни один из сегодняшних управленцев просто не имеет никакого морального права еще раз оказаться на своих местах, просто потому что в ином случае Таллин потратит очередные 4 года впустую. И сейчас речь идет не о каком-то абстрактном Амстердаме, Страсбурге, даже не о почти родном Хельсинки, а о Риге. Последние 20 лет Ригой, ровно как и Таллином, управлял такой классический постсоветский хозяйственник Ушаков, который делал город для автомобиля, строил парковочки, дорожки возводил. В 2017 году на выборах в Рижскую думу его партия «Согласие» в коалиции с честью служить Риге получили 50% голосов, прямо как и центристская партия в Таллине, когда она получила 44% голосов. А на выборах в 2020 году партия Ушакова получила уже почти 17%, в то время как оппозиционный альянс партий «За» и «Прогрессивных» получили 26%, благодаря чему в 1,5 раза обогнали «Согласие». Способствовала этому активная работа оппозиционных партий и коррупционные скандалы, связанные с Ушаковым, и его дальнейшее покидание Латвии на этой почве. И что интересно и что важно понимать, когда улетучился Ушаков, улетучился весь его электорат. Его голоса не перешли по наследству его однопартийцам. Политики вроде Путина, Ленина, Кылварта и Ушакова похожи на насильников в абьюзивных отношениях. Они сначала влюбляют в себя свою жертву, а потом годами выжимают из нее все соки, пока не уйдут или не умрут. Как Путин. Как Путин, ты следующий. Как думаете, кто может решить нашу проблему? Михаил Кылварт или Владимир Свет? Путин, наверное. И очень важно понимать, что нет никакой поддержки у центристской партии. Есть поддержка конкретно у распиаренных личностей и харизматов типа Кылварта. Доказать это просто. Есть у нас Новиков, который от Кылварта практически вообще ничем не отличается. Но при этом всем у Кылварта большая поддержка, хоть и среди бабушек. А у Новикова такой поддержки нет, и ни один человек в здравом уме никогда за него не проголосует. И ведь буквально за один выборный цикл в Риге полностью сменилось правительство. И вы даже не представляете, насколько на самом деле Рига Сталина похожа. Если бы мы играли в бинго, у нас, скорее всего, вышла бы ничья. Просто давайте сравним. Русский мэр и идущая рядом псевдозащита русских и популизм на эту тему. Автоцентризм в развитии города и идущая рядом повторение ошибок 20 века. Велодорожки, созданные для галочки, которые не решают проблем и которыми никто не пользуется. Придворная СМИ при мэрии, которые выставляют все решения в положительном ключе. Образование и род деятельности, которые не имеют ничего общего с городским управлением. Культ личности и партия, которая часто фигурирует рядом со словосочетанием «коррупционный скандал». Мне продолжать? Единственное, что их отличает, это то, что в отличие от Кылварта, Ушаков не боялся выражений и открыто называл активистов полными лохами. А Кылварта даже нельзя в Инстаграме отметить. Открытый к дискуссии политик. Тем не менее, давайте вернемся к нашим баранам и предметно рассмотрим проблему. Возвращаясь к без малого великому интервью Андрея Делфи, там он говорит следующее. Велосипед для меня не средство передвижения, это скорее прогулочный транспорт. Если посмотреть на ежедневную необходимость передвижения по работе, велосипед – это не опция. Интервью вышло год назад, а всего лишь 2 месяца назад город уже заявляет о том, что они выделят до 2 миллионов евро на то, чтобы перепланировать несколько улиц в центре города. И тут уже Андрей поясняет это следующим образом. Этим летом мы перераспределим пространство центра города простыми способами. Нанесем разметку, отделим столбиками велокоридоры, расширим пространство для движения велосипедистов, сделаем бордюрные камни более низкими и улучшим разметку дорожного полотна. На самом деле работа по созданию велодорожек, она занимает время. Если мы не хотим устроить революцию и поставить весь город с ног на голову. Наша цель – перераспределить пространство путем простых решений, не требующих масштабных работ по проектированию и строительству. Те решения, которые мы делаем в этом году в Таллине, мы называем их быстрыми, в том числе потому, что для этого мы не перекапываем весь центр города. Наверное, езда на работу до гору-права на велосипеде была бы неплохим политическим пиаром. Да, но только пиаром. Если посмотреть на ежедневную необходимость передвижения по работе, велосипед – это не опция. Что такое, Андрей? Прозрение? Может быть, божественное вмешательство? Или как у вас настолько быстро, настолько кардинально поменялось ваше мнение?
Может быть, перед выборами что-то зачесалось? Или, может быть, оказалось, что больше хипстеров с Коломаи игнорировать не получается? Что касается так называемого билета на велосипеды у Элрона, то мы организовали даже против этого демонстрацию перед министерством. Я считаю это решение неверным. И, конечно, особо странная вокруг этого риторика, что наша цель, и говорит компания Elron, государственная компания, что наша цель уменьшать количество велосипедистов на наших дорогах, потому что они всем мешают жить. Это очень странно. И одновременно наши ведущие политики говорят о том, что они занимаются защитой окружающей среды и стараются как-то решать кризис, который связан с переменами в климате. Вторая очень странная новость в последнее время, это было связано с так называемыми поп-ап велодорогами, которые сейчас делают в мэрии Таллина. И ведь многие велосипедисты радовались, когда сообщили, что теперь будут в центре города будут временные такие дорожки. Но очень интересно, один из активистов, людей, которые интересуют эту тему, обратился в мэрию и сказал: можете, пожалуйста, прислать планы и проекты этих велодорог. И ему отказались их показать, сказали, что они у нас в процессе, они все время меняются, то есть мы не можем с ними делиться. Потом, когда дороги будут готовы, смотрите, да. Мы обратились, депутаты социал-демократов, официально в мэрию с официальным запросом, с дигитальными подписями, сказали: давайте немедленно выдать нам эти документы. И тогда, не знаю, день или 2 дня после того, когда мы отправили вот этот запрос, тогда эти проекты публиковали на сайте. Вот только те самые люди, которых вы пытались подкупить своими решениями, абсолютно не подкуплены и не убеждены, потому что люди, которые по-настоящему пользуются таллинской велоинфраструктурой, понимают, насколько ваши решения бессмысленны и хаотичны. И нет ни малейшего сомнения в том, что вас вынудили принимать эти решения именно активисты, потому что все 4 года таллинская мэрия ни секунды не чесалась о велоинфраструктуре. Но как только в феврале появляется петиция за предпочтение легкому виду транспорта в столице, которая набирает 5500 подписей, сразу же внезапно вы вспоминаете про то, что у нас есть велосипедисты, и про то, что нужно им выделить какую-нибудь инфраструктуру. Но, конечно же, вы делаете это не исходя из всемирного опыта или все той же пирамиды городской мобильности, а, конечно же, занимая место у пешеходов. Например, в некоторых местах за счет сужения полос движения автотранспорта велосипедисты получат еще 1 километр полос для велотранспорта. За счет перераспределения пешеходных дорожек велосипедистам будет выделено дополнительно 2,7 километров. Переводя на человеческий язык, пешеходы подарили велосипедистам в 3 раза больше пространства, чем автомобилисты. И делать так, мягко говоря, неправильно. Во-первых, потому что образуется та самая путаница, которая есть сегодня, когда потоки перемешиваются. Во-вторых, потому что в Таллине и без того узкие тротуары, и в очередной раз снимать пространство у пешеходов уже просто не смешно и унизительно. А в-третьих, велосипедист — это не пешеход на 2 колесах. Велосипедист — это абсолютно отдельный участник движения. И совмещать потоки пешеходов и велосипедистов так же глупо и бессмысленно, как сделать тротуар посреди проезжей части. В нормальном городе велосипедные дорожки создаются все по той же пирамиде городской мобильности, о которой мы с вами уже говорили. И пространство занимается не у пешеходов, а у групп ниже стоящих, например, у автомобилистов. И в особенности на автомобилистов рассчитано велодвижение, потому что именно автомобилисты наиболее охотно пересаживаются на велосипед. Велодорожки, сделанные на тротуаре, не работают, и люди все равно маневрируют так, как им удобно, а не так, как вы начертили на асфальте. И проблема еще заключается в том, что когда мы создаем вот эту иллюзию того, что у нас есть велоинфраструктура, мы провоцируем велосипедизацию. Но так как самой инфраструктуры у нас нет и проблемы она не решает, люди покупают велосипеды и ошибочно начинают считать, что велосипед — это опасно и неудобно, чем потом нам впоследствии придется разбираться. Но что насчет этого думают городские власти? Но еще нужно заниматься культурой и воспитанием. И надо при этом говорить, что главный в данном случае наш приоритет должен заключаться в том, чтобы пешеходы на пешеходных дорожках чувствовали себя безопасно. Нам надо задуматься над тем, а может быть нам нужно применить для электросамокатов такие же решения, как есть для электроавтомобилей, когда, начиная с определенной скорости, двигатель начинает искусственно издавать некий шум, чтобы люди, пешеходы, понимали, что едет автомобиль. То, о чем говорит Владимир, в русском языке называется демагогия. Все разговоры о том, что «а вот мы были плохими, а теперь давайте мы все будем хорошими»,
хорошими, не имеют никакого смысла и никогда ничего не меняли. И ровно с таким же успехом Владимир мог бы сказать, что все проблемы с велосипедами в Таллине исключительно из-за того, что у нас, наверное, атмосферное давление не такое, как в Дании, и вообще народ не тот. Также в этом интервью Владимир постоянно говорит о том, что у города якобы руки коротки. А на уровне города? Если Ведь мы это и говорим про городское город, пространство, то его да, планирование. к сожалению, здесь у города руки достаточно коротки в том, что мы можем делать. Знаете, ничего я не знаю можем. Раймонда давно, извини, что я Да. перебиваю теперь. Я уверен, что даже депутаты от оппозиции, я уверен, и даже Раймонд Кальюлайт может взять предложение, которое город Таллин еще во время, когда Раймонд работал у нас в городе, сделал государству по расширению полномочий муниципальной полиции, может взять это предложение города и его снова внести в повестку. И мне это очень напомнило ситуацию из предыдущего видео, когда другой центрист Кландорф жаловался на то, что Тавиас, тоже будучи центристом, мешает им бороться с парковкой на тротуарах. То есть, когда центристы говорят, что государству ничего невозможно делать, и министр транспорта является не только членом вашей партии и вашей правлений, но и бывшим мэром Таллина, и вы не решили до сих пор эти вопросы, простите, это как Горхолл. Эти обещания уже никто не верит. Ну, ты, может быть, Раймонд, и не веришь. Сейчас уже 21-й, я думаю, что действительно парламент должен уже сейчас начать работать над тем, чтобы развивать дальше это законодательство, думать о санкциях, думать о дополнительных требованиях и думать в первую очередь о том, чтобы дать городу реальные рычаги влияния на эту ситуацию. Потому что сейчас мы договариваемся с этими Вова, компаниями. вы у власти в стране, вперед! Я- Это просто смешно, когда таллинские центристы говорят о том, как государство не позволяет им действовать. Сейчас, Может, наверное, звоните была бы своему самая министру действенная Тавиас, мера. и пусть Да. он делает эти поправки, которые вам нужны. Что у вас, телефонного номера нету? Я могу дать, у меня есть еще из прошлых времен есть он. К То есть, сожалению, вы Михаил власти и в Кылвард Таллине, не и в может стране. приказывать Кае Каллас Но и сказать, позвонить-то а теперь... Тавиасу вы можете. Наверное, Министр транспорта. надо будет действительно позвонить Тавиасу, попросить его, чтобы он встретился А что вы с до сих Раймондом пор не делали и этого? обсудил эту проблему. Потому что наша задача на уровне города пользоваться теми правами и возможностями, Эти слезы которые никто есть не у верит. нас. Эти слезы никто не верит. И это очень смешно, потому что абсолютно непонятно, о каких преградах говорит Владимир. Каким образом государство мешает городу строить велодорожки. И особенно непонятно, почему в этом вдруг виноват Раймонд, если именно центристская партия имеет большинство в городском совете, и именно центристская партия, а не социал-демократы, входит в коалицию, в правительство. И как я уже говорил ранее, это просто демагогия, это пустые разговоры с целью потянуть время. Лично мне абсолютно очевидно, что ни Михаилу Кылварту, ни Владимиру Свету, ни Тавиасу, ни Андрею Новикову, ни кому-либо еще из таллинской мэрии эти велодорожки просто не нужны. Они не понимают, зачем они нужны, они не понимают, как их проектировать. И все их решения выглядят не как желание сделать город лучше, а как обычная подачка с барского стола. Центристская партия сегодня — это максимально вредная и подлая партия, которая стоит наравне с ЭКРЭ. И у них нет никакого желания сделать город лучше. Единственная их задача — это оставаться как можно дольше у власти. У них нет никакого долгосрочного видения. Решения принимаются хаотично. А политика относительно благоустройства и вовсе унаследована из советского лагеря, где внешняя политика ставилась превыше внутренней. Дорогущая развязка в Хаверсте, дорогущий туннель под аэропортом, дорогущая Рейд-Детей и дорогущая реконструкция Русалки вместе с ней. А вот в этом рейтинге мы первые. А Таллин — зеленая столица. А кто-то написал, что Таллин — самый умный город. Бла-бла-бла. У вас как будто бы стоит цель сделать такой образ зеленого и современного Таллина. А то, что при этом всем у вас нельзя отпустить ребенка на велосипеде в школу или инвалид из дома выйти не может, вас абсолютно не беспокоит. И на эти выборы центристы идут с лозунгом «верный ход», хотя куда больше им подходит лозунг «казаться, а не быть». И ведь для того, чтобы сделать хорошо, нужно этого захотеть и понимать, что и зачем вы делаете. Но нет абсолютно ни малейшего сомнения в том, что у таллинской мэрии нет такого желания. Вот вам прекрасный пример. В начале 2020 года, когда у нас в нашу жизнь шла пандемия, многие города по всему миру начали быстро переформатироваться. Потребовалось разгрузить общественный транспорт, чтобы люди просто друг друга не поперезаражали. И как происходит это в нормальном городе, пересадили всех не на автомобиль, а на велосипед. Например, Париж создал 650 километров велодорог, а Рим, например, 150. В то время как Таллин за пандемию создал 0. И это произошло не в 2 городах, а в десятках городов. Например, среди них был Лондон, Антверпен, Берлин, Глазго, Новый Орлеан, Нью-Йорк, Эдинбург, Портленд, Манчестер, Дублин, Тель-Авив, Лидс, Лестер, Брайтон, Хофф, Милан, Рим, Сиэтл.
и так далее. И хочется поподробнее остановиться на примере Рима, потому что Рим очень похож на Таллин. Там такая же высокая автомобилизация, примерно 620 машин на 1000 человек. И ровно как и в Таллине, в Риме всего лишь 1% поездок совершается на велосипеде. Но в отличие от Таллина, Рим прекрасно понимает всю проблему и, воспользовавшись удачным моментом, согласовал те самые 150 километров велополос. И сделано это, внимание, за сколько? 14 миллионов, 19 миллионов, 32 миллиона или 3 миллиона 200 тысяч. Правильный ответ Д. Всего лишь 3 миллиона 200 тысяч за 150 километров. И тем самым можем посчитать, что стоимость 1 километра вышла где-то в районе 21 тысячи евро. В то время как в Таллине 16 километров построили за 300 тысяч, 700 тысяч, миллион, 2 миллиона. Правильный ответ вновь Д. За 2 миллиона. И того выходит, что в Таллине почему-то стоимость 1 километра вышла в 4,5-6 раз больше, чем в Риме. Как это вышло? И ровно как в предыдущий раз, я абсолютно не удивлюсь, если потом, опять же, вскроется, что это внезапно какая-то новая коррупционная схема. Но нам не привыкать. И оправдываясь то ли от хитрости, то ли от глупости, таллинские власти начинают врать о том, что велодорожки парализуют город. Лива должен оставаться центральной магистралью, которая служит объездом центра города, чтобы попасть из одного центра в другой. На ней мы не можем ввести те решения, которые бы учитывали все потребности. Отдельно велодорожку, а сейчас велодорожка там ведет в никуда, и отдельно полосу общественного транспорта. Если это сделать, город встанет. Если мы не хотим устроить революцию и поставить весь город с ног на голову. Скажите, дорогой Андрей, вам известно то, что пропускная способность измеряется не в количестве автомобилей, а в количестве людей? На вопрос журналиста, почему забраковали проект главной улицы, Новиков ответил: проект предполагал уменьшение пропускной способности транспорта на 70%. Общественный транспорт тоже пострадал бы от этого, и улица стала бы слишком пешеходной. Да что ты, черт побери, такое несешь? Проект главной улицы мог быть тем самым мегапроектом, который сегодня по-настоящему нужен Таллину. Нарва-Манте — это одна из самых главных улиц города, которой сегодня просто неприятно пользоваться и которая находится просто в ужасном состоянии. Эту улицу сегодня ненавидят все. Вот так эта улица выглядела раньше. И вот так она выглядит сейчас. Для автомобилистов там слишком сложная схема движения и опасный перекресток. Для пешеходов слишком узкий и кривой тротуар. Для велосипедистов и самокатчиков до недавнего времени практически полностью в принципе отсутствовала возможность там проехать из-за отсутствия велодорожки и все того же узкого тротуара с ужасного качества асфальтом. Общественный транспорт там постоянно стоит в одной пробке с машинами. Вдобавок еще и опасных переходов предостаточно. О, да. Снимай. Пам-парам. Нарва-Манте — это та самая улица, которую нужно было реконструировать в первую очередь. Не Гансиорите, не Рейдите, а именно Нарва-Манте, потому что сначала мы реконструируем то, что у нас уже есть, и только потом строим что-то новое. Но для того, чтобы реконструировать Нарва-Манте, нужны мозги и понимание, что и как делать. И, к всеобщему удивлению, эти мозги у нас есть. И именно эти люди создали проект главной улицы, которая предполагала полную реконструкцию от площади Вамадуса до Нарва-Манте. Но, к сожалению, чиновниками, подобным Новикову, проект был заблокирован, потому что, по их мнению, из-за этого город станет в пробку. Многоуважаемый Андрей, смотрите, я понимаю, что 2 высших образования и оконченная магистратура у вас, а не у меня. И вообще я какой-то дурак из интернета, что мне вообще, в принципе, знать. Но сегодня я хочу открыть для вас новый дивный мир урбанистики и рассказать вам о том, о чем вам почему-то за годы вашей работы так никто и не рассказал. Для начала, не сочтите за высокомерие, я хочу вам посоветовать немножко литературы на русском, потому что я знаю, что вы прекрасно говорите по-русски. В России есть прекрасный некоммерческий фонд «Городские проекты», который выпустил 2 книги «Городское планирование» и «100 советов мэру». Фонд был создан российскими урбанистами Ильей Варламовым и Максимом Кацем. Их вы тоже можете почитать, у них есть блоги как в текстовом, так и в видеоформате. Также вы можете почитать блог Аркадия Гершмана, который из всех вышеперечисленных больше всех пишет именно про городское планирование. Вот, кстати, что Аркадий говорит про ситуацию в Таллине. У них центр города, ты как будто бы переносишься на машине времени в прошлое. Там неплохая градостроительная политика и в целом неплохо современной архитектурой. Там действительно на очень все хорошем уровне, и при этом последние годы там развивают тему, что город двигается к воде. И получается довольно круто. Наверное, вот остается время буквально на один минус, и тут я бы, наверное, вспомнил, что там все очень плохо при этом с транспортным планированием, что все еще делают большой упор на автомобилизацию и, например, полностью забывают про велоинфраструктуру. Также, если у вас будет желание и интерес, вы можете почитать книги Яна Гейла, который, можно сказать, и является прародителем урбанистики
урбанистики на английском языке. Кстати, что интересно, именно с Яном Гейлом консультируется сегодня Рига. И почему бы Таллину не повторить то же самое? Ах да, потому что Ян Гейл приезжал к нам 10 лет назад, и, в принципе, никто его не слушал. Те ошибки, которые вы и ваша мэрия допускают, это просто недопустимо низкий уровень, потому что все то, о чем вы говорите ровно теми же самыми словами, было уже неоднократно сказано и обсуждено. И сегодня таллинская мэрия просто повторяет ошибки 20 века. Проектирование улиц – это действительно достаточно сложное занятие, но при этом всем это не какой-то rocket science. Для того, чтобы спроектировать нормальную улицу и решить городскую проблему, не нужно изобретать ничего нового. Достаточно просто взять и посмотреть то, как те или иные проблемы были решены в других городах. Вам не нужно ничего изобретать. Сегодня вы просто прожигаете городской бюджет и создаете решения, которые нам в будущем придется разрешать после вас. И, понимаете, город — это не ваша личная площадка для экспериментов. Вы не можете просто взять и начать делать что-то от балды. И у нас есть одна самая большая и главная проблема — это катастрофический и небывалый уровень автомобилизации. И таким образом, если в Таллине еще в 2015 году было всего лишь 140 тысяч автомобилей, то в 2020 году их уже 213 тысяч. И это число продолжает расти примерно на 5% каждый год. И это просто сокрушительные цифры, потому что в 21 веке в Европе нам будет крайне сложно найти пример города, который настолько же быстро развивал автомобильное движение. И это не какая-то случайность, это не какое-то совпадение, это не какое-то естественное развитие города. Это просто закономерность, потому что когда вы годами унижаете пешеходов, велосипедистов, пользователей общественного транспорта, то любой нормальный человек, как только у него появляется возможность, сразу же покупает себе автомобиль. И это ненормально, так быть не должно. Но таллинская мэрия делает вид, что это норма. Вопрос в том, насколько мы можем ограничить движение автомобилей в ситуации, когда число автомобилей ежедневно увеличивается. Такая тенденция есть не только в Таллине, но в действительности в любом крупном европейском городе. И я еще могу поверить в то, что вы на полном серьезе считаете, что из-за того, что вы добавите велодорожку, город встанет. Но говорить на полном серьезе то, что во всех европейских городах есть тенденция по увеличению автомобилизации, это не просто заблуждение, это откровенная ложь. Количество машин в мире действительно растет, но происходит это в основном из-за прироста среднего класса в Азии. В Европе количество автомобилей тоже растет, но происходит это в основном за счет маленьких городов и субурбии. Большие же города не первый год прикладывают большие усилия для того, чтобы эту автомобилизацию подавить. И если количество автомобилей в больших городах не снижается, то оно как минимум держится на одном и том же уровне. И уж тем более никому в здравом уме не придет мысль, что если количество автомобилей неуклонно растет, то нужно продолжать автомобилю угождать. И самое обидное то, что если до этого была демагогия и заблуждение, то это уже откровенная ложь и введение читателя в заблуждение. Возьмем для примера Швецию. В Стокгольме на 1000 человек приходится примерно 370 автомобилей, и это число не меняется уже с 2000-х годов. В Гетеборге 330, в Линкопинге 350. Ну то есть примерно в 2 раза меньше, чем в Таллине. Или, например, возьмем Финляндию. В Хельсинки примерно 330 машин, в Тампере 400, в Турку 412, в очень северных и холодных Оулу и Рованиеме 440 и 501 соответственно. То есть климат, оказывается, тоже не помеха. Идем дальше. В Копенгагене примерно 224, что в 3 раза меньше, чем в Таллине. В Осло 440, хотя еще 5 лет назад было 543. Берген 410. Тронтхейм 440, Тавангер 470. То есть какой бы развитый скандинавский город мы ни взяли, ситуация в нем будет в любом случае в несколько раз лучше, чем в Таллине. И в самом худшем случае количество автомобилей остается одним и тем же много лет. А в некоторых случаях количество автомобилей даже уменьшается. Поэтому до тех пор, пока Михаил не докажет обратного, его можно считать обычным лжецом, который подменяет факты в удобном ему ключе. Килвард подтвердил, что проект главной улицы Таллина сейчас не является приоритетом, а его представленная концепция нереалистична. Но Гору права продолжит заниматься этим проектом. Я считаю, что главная улица – одна из наиболее тщательно изученных инициатив за последние 15-20 лет, поэтому ее очень резкая остановка была довольно неожиданной. Мы видим, что если город ставит перед собой цель, то автомобилизацию можно уменьшить и при дальнейшем планировании исходить из того, что автомобильное движение у нас увеличиваться не будет. Но здесь и возникает сущностное противоречие, когда город говорит, к примеру, что пропускная способность нас не удовлетворяет. Нам нужно пропускать через этот перекресток на 20% больше транспорта. Но
этим в действительности создаются благоприятные условия для автомобилизации. И именно поэтому я называю партию центристов вредителями, потому что даже когда у них есть эксперты, которые говорят им, что и как нужно сделать, стая колхозников все равно считает, что они умнее и им виднее, как и что нужно делать. Так было с Reddit, так было с Ганsiori, когда они наняли консалтинговую компанию из Дании для того, чтобы та сделала аудит улицы и проигнорировали 14 из 20 рекомендаций. Также было и с расширением Пирита, когда изначально городские власти договорились с активистами насчет того, что будет всего лишь 3 полосы, а потом пришел Михаил Кылвард, сказал, что ему вообще виднее, он лучше знает, и будет теперь 4 полосы. И тогда он ссылался на вывод экспертов из Сталтеч, которые пришли к достаточно логичному выводу, что 4 полосы имеют большую пропускную способность в машинах, чем 3. Но есть один нюанс. Скажите, дорогой Андрей, вам известно то, что пропускная способность измеряется не в количестве автомобилей, а в количестве людей? И спустя год, когда мы точно знаем, что пробки никуда не делись, а местами они даже усугубились, очень и очень смешно перечитывать оправдания в стиле того, что мы не стремимся создать лучшие условия для автомобильного движения в ущерб окружающей среде. Наша цель сделать так, чтобы автомобили могли максимально быстро покинуть окрестности порта и центр города, а для этого нужно избежать возникновения эффекта бутылочного горлышка. Просто уморительно и смешно. Вот никогда такого не было, и вот опять. И возвращаясь к культу личности, очень интересно и занимательно наблюдать за тем, как определенные псевдо-СМИ, подвластные таллинской мэрии, освещают те или иные новости. Не меняется, а коррелируется. Напомним, что согласно вышеупомянутому анализу, меньшее количество полос на некоторых участках дороги снизит пропускную способность всей транспортной магистрали, а на пересечении Нарвского шоссе и Пирита-Т постоянно будут возникать заторы. Вывод экспертов однозначен. Во время беседы противники расширения дороги не смогли представить ни одного внятного аргумента против расширения дороги. Несколько активистов держали плакаты с общими призывами снизить количество автотранспорта в столице. Осталось непонятным, как отказ от расширения дороги, строящийся для того, чтобы снизить нагрузку на улицы центра города, может на это повлиять. Удобно и безопасно. И прочие оценочные характеристики, которые как будто бы лично Кылвард писал. И очень важно понимать, что ни одно уважающееся СМИ никогда подобными тезисами и подобными фразами не будет описывать ту или иную новость. Но газета «Столица» не является СМИ, это обычная желтуха и пропаганда. И, конечно же, газета «Столица» никогда не опубликует, сколько из тех 20 предложений было реализовано. И вы можете задаться резонным вопросом: ну, Артем, ну чего ты так прицепился к этим велосипедам? Они же не решают всех проблем. Да, ровно как и любой другой вид транспорта. И речь идет именно про то, чтобы создать инфраструктуру, которая будет удобна для всех, который каждый человек сможет выбрать наиболее подходящий по случаю и ситуации вид транспорта. Потому что сейчас у нас такого выбора просто нет. И, конечно, глупо спорить с тем, что личное авто — это самый комфортный вид транспорта. Но в нормальном городе все его плюсы полностью нивелируются его минусами, потому что собственный кондей и радио — это, конечно, замечательно. Но вот только стоит ли это удовольствие в несколько сотен евро в месяц? Потому что некоторые семьи отдают до 30% своего месячного дохода на поддержание своего автомобиля. И Андрей Новиков может бесконечно долго рассказывать свои байки о том, что автомобиль сегодня стоит не дороже смартфона. Но проблема заключается в том, что сегодняшняя таллинская политика просто вынуждает человека покупать себе автомобиль, потому что пользоваться городом без автомобиля становится просто некомфортно. И даже если у таких отпетых активистов, как я, когда они лишний раз наступают в лужу, возникает мысль, а не купить ли мне автомобиль, что взять с обычного человека? Понимаете, нам нужна инфраструктура не ради пиара и галочки, а ради безопасного и комфортного города. Нам нужны велопарковки не ради того, чтобы отчитаться о том, что вы сделали столько-то парковок, а ради того, чтобы к ним можно было приехать и припарковаться, а не как это сейчас сделано, когда люди паркуются около столба. Нам нужна нормальная инфраструктура и сеть, а не какие-то отдельные участки. Нам нужны нормальные велогаражи, чтобы не ставить велосипед на 9 этаже на балконе. Нам нужна альтернатива, которую центристы предложить не могут и не хотят, и не понимают зачем. Но мы так просто не сдаемся. Увидимся на выборах. Основной посыл, касающийся использования велосипедов, довольно банален и неоригинален. Следуйте стратегии. Она создана экспертами, всеми городскими департаментами и полицией в сотрудничестве. Это значит, прекратите принимать полумеры где попало.
Начните создавать сеть вместо отдельных участков, а также вкладывайте деньги там, где есть наибольший потенциальный эффект, вместо того, чтобы вкладывать 3 миллиона евро в какой-нибудь пригородный туннель. Речь идет о туннеле на пересечении бульвара Вабадуса и улицы Мяннику, которая в очередной раз пытается решить проблему пробок строительством развязок. Не доверяйте только местным архитекторам планировать велосипедную инфраструктуру, так как у них нет опыта, образования или традиций. Используйте внешних экспертов для аудита проектов велосипедной инфраструктуры первое время. Игнорируйте снобов из Сталинского транспортного департамента. У них нет ни образования, ни опыта, и они очень узко мыслят. Начните менять ограничения скорости в городе до 30 км, особенно в центре города.